Председатель парламента Чеченской Республики Абдурахманов Докуваха Баштаевич. Марждол, Алберт, Иосиф Давыдович. Ну, наверное, последние 10 лет не хлопал, как сейчас. Я вас от имени главы республики, генерала МВД, нашего национального лидера Рамзана Ахматовича Виктора Петровича, обоих приветствую. Здесь министры, депутаты парламента, главы районов. Рамзан Ахматович встречает гостей недалеко от Грозного, из зарубежья. Нужный вариант, нужное дело. Он выражает вам свое уважение, он вас благодарит. Он еще раз подтверждает неизменность того, что навсегда на мероприятиях в Москве и других регионах, где звучала фамилия Кадырова и имя такое, чеченский народ, вы всегда были на этих мероприятиях. Для чеченцев я свидетельствую, все последние годы в Москве на юбилеях торжественных, памятных, везде, когда нам нужны были поддержки, плечо, вот они, министры, подтвердят, Иосиф Давыдович с нами был всегда. И за то, что там, где хранилось, имя Ахмата, он всегда был среди военачальников, деятелей культуры, олимпийских чемпионов, среди руководства Российской Федерации. При этом вы, Иосиф Давыдович, счастливый человек. Видите, вы в Грозный приехали, сразу помолодели. Вот этой Чеченской Республике, для всех 3 миллионов чеченцев, вы можете в любой двор зайти и сказать: «Ассаламу алейкум, я пришел домой». Кто такое богатство имеет? Это дорогого стоит. Вот для нас всех, для тех, кто приехал, для чеченцев, которые в зале, для русских, нагайцев, кумыков, ингушей, которые здесь находятся, Иосиф Давыдович подтвердит, и команде Елисеева пусть будет новостью, пусть будет известием. Вот начиналась «Вставай, страна огромная», 41 год. Чеченцы никогда не должны забывать, в следующем году мы будем отмечать 70 лет Победы. Сегодня в Хасавюрте, нашей делегации там, мы отмечали 90-летие легендарного воина, который в 41-м был на войне, Ханпаши Нурадилова. Его подвиг не затмил ни один. Он за 1 год уничтожил 1000 фашистов. Но мы должны знать, что братья Алхастову, братья Магомадовы, братья Узуевы в Брестской крепости, те на Западном фронте, первые дни войны, 22 июня, вели чеченцы, офицеры на бой свои подразделения. Мы это должны знать. Мы должны знать, более 100 человек удостоены, представлены к званию Героя Советского Союза. Мы должны знать, что более 60 тысяч человек, чеченцев и ингушей, были на фронте. И в следующем году знак признательности наших подвигов чеченцев и ингушей этой войне и знак того, что мы Грозный не отдали. Здесь в 18 километрах они, немцы, подошли. Мы свой дизель на их танки, бензин на их машины не отдали. 120 тысяч наших отцов, дедов было на оборонительных сооружениях. И отсюда началось изгнание вот с этой станицы Черленной до Берлина, мы их гнали. А в Берлине чеченец Исмаилов над Рейхстагом водружал знамя первым среди бойцов советской армии. На соседней улице хан Султан Дачиев, герой Советского Союза, со знаменем одной руки, с автоматом, другой шел на свой последний бой в той Великой войне. Мы это должны знать, мы гордимся этим и поговорим. Когда вот звучат песни о Великой Отечественной войне, мы думаем, это далеко. Но фашизм опять пришел к нашим границам. Вот он на Украине. И когда Америка и НАТО говорит, Обама и натовские генералы, Россия большая, мы вернемся, нам тоже часть нужна.
И наши национальные лидеры, день рождения которого вчера Путина мы отмечали, выведя 150 с лишним тысяч человек, и 5 октября отмечали день рождения Рамзана Кадырова, наши лидеры и Путин, и Кадыров говорят Обаме и натовским генералам: вот вам, не возьмете. Поэтому это все славно, наше богатство нужно нам. Я думаю, еще отечественную до конца концерта они в полном варианте споют. Нас не зовут сегодня бой, но нас зовут этими песнями Отечественной войны к единству. Это нам сегодня необходимо. Будет единство, будут лидеры Путин, Кадыров, мы непобедимы в этом мире. А это подкрепляет своими песнями уважаемый Иосиф Давыдович. Иосиф Давыдович, мы здесь с министрами, депутатами решали вопрос. Рамзан Ахматович сказал: оружие не дарит никому больше. Если оружие не дарит, у вас балалайки есть, аккордеоны есть, гитары есть, все у вас есть микрофон, ваше оружие. Что дарит? Мы решили к следующему приезду Иосифа Давыдовича, чтобы он не ходил просто как домой пришел в огромную Чеченскую республику, а был на своем квадрате. Мы уже пишем представление на Рамзана Ахматовича, главу Чеченской республики. Увековечить имя Кобзона при жизни, а не в бессмертии. Вот сегодня, в наши дни. И мы обязательно, Аллаху Акбар, это сделаем. Я вручаю книги человека, которого Ахмат Хаджи уважал, нашего первого президента, Кобзону, генерала Кадырова, генералу Елисеева. Подарки, книги о наших национальных лидерах. Спасибо, спасибо, спасибо. Я счастлив, что я снова на этой земле. Казалось бы, недавно, совсем недавно, моя история связана тесно с Чечней. В 1961 году я приехал первый раз в Грозный. И здесь много лет продолжалась моя дружба, братская дружба с великим чеченцем Махмудом Али-Султановичем Исамбаевым. Я учился и дружил со многими чеченцами в Москве. И очень рад, что я учился и жил с замечательным музыкантом Чечено-Ингушетии тогда, Аднаном Шахбулатовым. Здесь присутствует его вдова Зоя, и я очень рад, что она слышит мой поклон Аднану. Он ушел от нас, но я думаю, что в новой Чечне, по-другому я ее не называю, я вспоминаю, когда меня просили руководство страны переехать в Чечню, я сказал, что я не могу приезжать выступать только перед российскими солдатами, потому что слезы чеченской матери и слезы российской матери одинаково солоны. Идет гражданская война, установите мир, и я сразу же приеду. И вот в 1996 году, как вы знаете, было подписано Хасавюртовское соглашение, после которого я сразу же приехал. Грозный был уничтожен. Здесь только сохранилась одна площадка, стадион ручных игр, куда я пришел выступать, и где чеченцы не аплодировали, а стреляли из автоматов. И я, знаете, присутствовал Шамиль Басаев,
Ахмат Закаев, который после концерта Шамиль вручил мне свой пистолет, который мне не понадобился. Вот, и я сказал, несмотря на то, что Ахмат мне шептал на ухо, у нас положено, когда дарят оружие, стрелять. Ну, я правда сказал, что я стрелять не буду. И хочу, чтобы никогда на этой земле не звучали выстрелы. Вот. Но на следующий год, когда был у меня юбилей, я приехал снова. А потом началась трагедия вторая. Меня попросили приехать. Я сказал, нет, я не приеду. Но был референдум. Я сказал, пожалуйста, пригласите в равных долях чеченцев и русских. И я приеду. И я в Ханкалу приехал. Приехал в Ханкалу, и было ровно половина. 1000 чеченцев и 1000 русских. И я дал концерт. И когда меня чеченцы попросили исполнить песню о Грозном, я для вас могу передать, что когда я выяснял отношения с Шамилем Басаевым, выяснял отношения здесь, в Грозном, по его просьбе, вот, я возглавлял фонд помощи фронтовым детям Чечни. Ну и он сказал, что мы как-то не так расходуем эти средства. И я ему сказал, Шамиль, он родился в 1964 году. Когда ты только родился, я уже был заслуженным артистом Чечено-Ингушской ССР. И поэтому он обиделся, вскочил. Я сказал, не надо, не волнуйся. Я слишком хорошо знаю и уважаю вайнахов, чеченцев и их традиции. Поэтому я сегодня твой гость, и ты со мной ничего не сделаешь. Так оно и было. Я благодарен, когда я по настоянию чеченцев исполнил песню о Грозном, я сказал, хорошо, мне больно сейчас петь эту песню, когда мы рядом с разрушенным Грозным. Но я уверен, что нас услышит Аллах, и скоро появится новый Грозный, краше, лучше, чем тот, который уничтожили. Так оно и случилось. Поэтому я благодарю вас. Я прежде всего благодарю удивительного человека. Я помню, я общался с Ахмат Хаджи Кадыровым неоднократно. Мы и беседовали, и общались, и выступали вместе. И я счастлив, что сын великого Ахмада Кадырова возглавил свой народ и ведет его к победам. Спасибо вам за Россию, которую вы сохранили. Спасибо вам за Чечню. И дай Аллах ей процветания и счастья. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть. Ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам.
добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка, синёкая страна. Я в березовые ситцы нарядил бы белый свет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Вдаль под Питерской, под Тверской, Ямской, да, под Тверской, Ямской, да, с колокольчиком. Ох, едет миленькой, сам на троечке, да, едет батюшка в подделочке. А я в Перу с ним была, в беседушке, да, я пила молода сладкую водочку, сладкую водочку, вся наливочку, только я пила молода из ветра. Народ, где что не лед трещит, да не комар пищит, это кум да кумысу так оттащит. Ой, кумушка, да ты голубушка, свари куму судака, чтобы юшка была. Ой, юшечка, дай с петрушечкой, поцелуй ты меня, кумадушечка. А не лед трещит, да не комар пищит, это кум да кумысу да катащит. Ай, кумушка, да ты голубушка, свари куму судака, чтобы юшка была. Ай, юшечка, дай с петрушечкой, поцелуй ты меня, кумадушечка. Ну поцелуй, ну поцелуй, кума, душечка. Я прошу
полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, как память укрыта такими большими снегами. И глаза напои меня до пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Объяснить, не объяснить, ты живешь, как будто спишь, а в бессонницу грешишь почему-то. А с тобой рядом кто, и ты надеешься на что? Ведь в этой жизни все не то, даже чудо, даже чудо. Только мне тебя учить, как необходимо жить, с кем не спать, а с кем дружить, все гадая, что такое слово честь, а где-то чушь, а где-то лесть, ведь ты права, какая есть, молодая, молодая.
виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелуй, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя даль. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять предо мной проплывут наяву белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Белый буйвол и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу? Вы знаете, обычно вы, товарищ генерал, скомандуйте всем на отдых. Я хочу побыть один на один с залом. Там кто-то все время подсвистывает. Обычно, когда это у меня где-то в других городах, в зале вдруг раздается какой-то свист, я говорю: не свисти, денег не будет. Да? А здесь я не могу сказать. Я знаю, что пока вы живы, у всех у вас, если не будет много денег, то, во всяком случае, деньги будут. Так что свистите, пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас. Я родился в Украине. Донбасс – моя родина. День Победы я встретил в 1945 году в Славянске. В школу пошел, первый класс, в Краматорске. Это моя родина, где я впервые вышел на сцену. Это родина, которая делегировала меня в 1946 году в Москву на осмотр школьной самодеятельности, где я выступал перед Сталиным. И в 1948 году тоже. Дважды я выступал перед Сталиным. Только не считайте, сколько мне лет. Вот я хочу поблагодарить
уважаемого моего коллегу, спикера парламента, за то, что он в своем выступлении упомянул мою родину и сказал, что печально, что этот фашизм проявляется сейчас в Украине. Я собираюсь после этого маршрута, я решил посвятить этот октябрь вот Северному Кавказу и моей Украине. Вот вчера мы выступали в Махачкале, сегодня в Грозном, завтра во Владикавказе, потом у нас Цхинвал, Сухум, Нальчик. И я рад, что я смогу побывать на Северном Кавказе, а потом хочу приехать в Украину с болью в сердце. И я уже обратился к моим коллегам с просьбой оказать любую помощь, материальную, лекарственную, и по возможности приехать туда. А для вас я хочу, я знаю, как, я вспоминаю, когда я освобождал заложников, и приходили ко мне и говорили, прежде всего, мы освободим украинцев, мы с ними дружим. Но это с теми украинцами чеченцы дружили. Поэтому для вас я исполню эту песню. Где-то на кордоне, где-то на границе садик, огородик во дворе кренится, далеко ли, близко хата, что с ней сталось, не моя колыска, в хате той качалась, не моя ли колыска, в хате той качалась. Украина, ненька, матушка Россия, защемить серденько у родного сына. Соловей затенькал, сердцу все едино. Украина, ненька, матушка Россия. Но в чистом поле под звездой солдатской спят Иван с Миколой, спят в могиле братской. На холме церквушка, где свята водица, прямо через душу та прошла граница, прямо через душу та прошла граница. Украина, ненька, матушка Россия, защемить серденько у родного сына. Соловей затенькал, сердцу все едино. Украина, ненька, матушка Россия. Где-то на кордоне, где-то на границе садик, огородик во дворе кренится. А куда мне деться, где мне помолиться? Прямо через сердце
та прошла граница прямо через сердце, та прошла граница. Украина, ненька, матушка Россия, защемит серденько у родного сына. Соловей затенькал, сердцу все едино. Украина, ненька, матушка Россия. Украина, ненька, матушка Россия. Знаете, я много лет дружил с Расулом Гамзатовым. Вчера я выступал у него на родине, к сожалению, без него. Я вспоминаю, как мы с ним приезжали в Чечню. Я вспоминаю, как к нам приехали, когда мы чествовали Расула в Махачкале. Приезжал Дудаев Джахар. Я все это вспоминаю. И вспоминаю его гениальные стихи. Сегодня я хочу в вашем присутствии посвятить матери Рамзана Кадырова песню на стихи Расула. Мы вновь одни сегодня в доме, я боли в сердце не таю, и на твои клоню ладони седую голову свою. Мне горько, мама, грустно, мама, я пленник глупой суеты, и моего так в жизни мало, внимание чувствовала ты. Кружусь на шумной карусели, куда-то мчусь, но вдруг опять сожмется сердце. Неужели я начал маму забывать? А ты с любовью, не с упреком, взглянув тревожно на меня, вздохнешь, как будто ненароком, слезинку тайно оброня. Звезда, сверкнув на небосклоне, летит в последний свой полет. Тебе твой мальчик на ладони седую голову кладет. Тебе твой мальчик на ладони седую голову кладет. Народный артист России Алексей Евсюков.
Мы сейчас пригласим моих друзей. Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, руководитель Народный артист России, профессор Виктор Елисеев. И, конечно же, в этом зале я хочу на гениальные стихи Расула посвятить песню ушедшему от нас в безвременье Ахмату Хаджи Кадырову, который очень много сделал. И символ его все равно здесь, в новой Чечне, в новом народе, который гордился, гордится и будет гордиться своими сыновьями. Ахмаду Хаджи посвящается. Мне кажется порой, что джигиты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что джигиты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Спасибо. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашин и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судьбой поспешно не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы друзей своих теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся
и коня, не торопись меня. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Сколько в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды, или не простившие меня. Я прошу вас, люди, ради Бога, не теряйте доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все ж с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались. Через реки, горы и долины, сквозь огонь пургой черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям дорожка фронтовым, эх, путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь у нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер, и путь дорожка фронтовая. Не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист-резной, я смущенный и влюбленный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка отвечает парню в лад: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист-резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. Дом обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Зеленый лист резной, здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать видел вас я не в добрый час. Не встречал бы вас, не страдал бы так, век бы прожил жизнь, улыбаючись, вы сгубили меня, очи черные унесли навек мое счастье. Часто снятся мне в полуночной тьме очи черные, непокорные, а проснулся я, ночь темным темна, и здесь некому пожалеть меня. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать видел вас я не в добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, но как боюсь я вас, знать видел вас я не в добрый час. Хауа, Нагила, Хауа, Нагила, Хауа, Нагила, вы не смеха. Хауа, Нагила, Хауа, Нагила, Хауа, Нагила, вы не смеха. Хава не ранена, Хава не ранена,
Ранена мені сміха. О, раким, було самих, раким було самих, раким було самих, раким було самих, раким було самих. Копав криниченьку у зеленому саду, чи не вийде дівчинонько рано вранці по воду. Поруся росла, крикали на чорняве дівчина, саду ягоди рвала. Вийшла дівчинонько рано вранці воду брать, а за нею козаченько веде коня на поле. Маруся росла, крикали на чорняве дівчина, саду ягоди рвала. Маруся росла, крикали на чорняве дівчина, саду ягоди рвала. Я сейчас возьму майку, а ты таран. Лена, Спасибо. Вы знаете... Спасибо. Спасибо. Вы знаете,
Вот что я хочу. Спасибо. Спасибо огромное за память. Я хочу попросить моего коллегу, главного депутата, руководителя парламента Чечни, который выходил уже перед вами. Хочу на минуточку его пригласить на сцену. Спасибо. Пожалуйста, Виктор Петрович. Я хочу попросить вас этот Коран передать Рамзану Ахматовичу Кадырову. А вот это вот, видите, это Путин, но самое главное надпись. Читайте, да? Нас не догонят. Это я и хотел сказать вместе с Путиным. Передайте Рамзану Ахматовичу эту майку, пусть он ее носит. Вас не догонят. Я посвящаю песню Рамзану Кадырову и всем чеченцам. Прошу вас. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. До Европы прошагали по земли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Спасибо. Живите счастливо. Всего вам самого доброго, вам, вашим семьям, вашим детям. Любите жизнь, и она вам ответит взаимностью. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажгли, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки. Потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя, защищая. Так ликуй и вершись в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Спасибо. Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон. Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России. Начальник художественного руководитель, главный дирижер ансамбля «Народный артист России» генерал-майор Виктор Елисеев. У рояля народный артист России Алексей Евсюков. Спасибо.